Эфир канала БСТ продолжают итоги недели. Мы работаем в прямом эфире. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Машины чиновников врачам, онлайн-курсы мединспекторам. В связи с большим количеством вызовов даже бывает так, что мы не успеваем все вызова обслужить день в день. Почти 2000 заболевших коронавирусом и пневмонией. И это за неделю. Новый госпиталь будет готов к декабрю. За безмасочный режим начали штрафовать. Штраф будет от 1000 до 3000. Здравствуйте, а у вас орбидол есть в наличии? Нет? Ни антибиотиков, ни физраствора, ни даже ртутных градусников в продаже нет. Происходит блокировка продаж по всей стране. При этом аптечные склады забиты препаратами, что мешает выставить их на прилавки. Производители не могут отпустить, дистрибьюторы пропустить дальше в аптеке. Искусственный дефицит и как его лечить? По простыне со второго этажа попытка побега не удалась. Я выбрала для него пансионат, но, видимо, оказался пансионат очень неудачным. Постоялец погиб, моя семья фигурант уже второго уголовного дела. Деятельность данной компании осуществлялась с грубыми нарушениями. Скандальный пансионат расселили, учреждение признали опасным для стариков. Минус 3% до лета. Это не только благо для людей, но это и создает экономические плюсы. В России продлили льготную ипотеку. Не повлечет ли это очередной рост цен на новое жилье и сможет ли выправить строительную отрасль в период пандемии? Собака преданная, понимаете? Меня он тоже любит, но его он вообще, он без него жить не может. Он ждет его уже 2 года. Уфимский хатика. Хорошая собака, но Да. отдать бы хорошие руки, добрые. Пса пытались пустить на мясо такие же бездомные, как и он. Теперь хромой, но не потерявший надежду. В его глазах тоска, испуг, но вера в добрых людей. Очередной жертвой коронавируса стала 50-летняя уфимка. Помимо COVID-19 у погибшей были сопутствующие заболевания, которые дали осложнения. Женщина страдала ожирением первой степени и атеросклерозом. Прирост заболевших новой инфекцией за сутки составил 80 человек. Еще у 187 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Если брать цифры за неделю, то зараженных COVID-19 стало больше на 506 человек. Еще почти 1500 заболели пневмонией. В ближайшие дни обратиться за медицинской помощью можно, набрав короткий номер 1301. Это единый номер вызова врача на дом, либо напрямую в поликлинику в часы работы контакт-центра. Из-за большого наплыва звонков на горячую линию Минздрава принято решение об усилении медбригад студентами 6-го курса БГМУ, работающих на должностях средних медработников. И на неделе стало известно, что в регионе возобновляют выплаты в размере 5000 рублей за сдачу антиковидной плазмы. Ради Хабиров подписал распоряжение о выделении на эти цели еще 1 миллиона рублей. Оснований предполагать спад заболеваемости коронавирусом пока нет. Об этом заявил Ради Хабиров, осматривая строительство нового инфекционного центра в Стерлитамаке. Его планируют сдать за рекордные 50 дней. Уже сейчас ситуация в больницах и поликлиниках критическая. Мест нет. К борьбе с коронавирусом подключают новые средства. На неделе доставлять врачей к пациентам начали на машинах чиновников. Медикам сейчас важнее не сколько комфорт, а время, которое они тратили на дорогу. Между тем в республике начали массово готовить мединспекторов, а за отсутствие масок штрафовать. Репортаж Артура Шамсуддинова. Одеваем халат одноразовый. Водитель у нас на вызов так вызов, потому что по-другому... Нет, правильно, надо его одеть. Вот так вот, да, спереди. В ближайший месяц Рустему Зарипову придется сменить не только привычную форму, но и пассажира на борту. Водителя Центра общественной безопасности вместе с автомобилем прикомандировали к поликлинике. И теперь мужчина будет возить врачей на вызовы к пациентам. То, что дали машину, Toyota, сейчас очень хорошо, комфортно ездить, очень быстрый доезд у нас. В течение 2 часов мы обслуживаем все вызова, успеваем. В общей сложности в распоряжение медучреждений выделили 100 служебных машин, которые до этого перевозили в основном чиновников. Поручение дал глава республики. Из-за излишней загруженности своими силами медики не справляются. На предоставленных автомобилях они будут оказывать неотложную помощь пациентам без подозрений на коронавирус. В день бывает где-то по 35, по 45 вызовов на одного человека.
Бывает так, что мы не успеваем все вызова обслужить день в день. В больницах и поликлиниках аврал. Телефоны в регистратурах разрываются от звонков. Ситуацию усугубляют сезонные заболевания. Именно поэтому на подмогу медикам сейчас стараются перебрасывать все силы. На предприятиях к работе приступают мединспекторы. Это люди из числа сотрудников, которые будут отвечать за входной температурный контроль, соблюдение масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований. Нередко сейчас такие функции выполняют охранники, однако теперь человек должен пройти экспресс-курс в режиме онлайн на базе БГМУ. Фактически восстанавливаем известную еще в Советском Союзе эту тему санитарного инструктора. Сегодня санитарный инструктор у нас наделяется функциями антиковидного инспектора. Так же, как наши студенты, ординаторы, которые работали в общежитиях, мы эту тему теперь разворачиваем на все государственные и негосударственные учреждения. Впрочем, сдержать ситуацию с распространением коронавируса сейчас, похоже, помогут только новые ограничения. Ради Хабиров запретил в кафе и ресторанах проводить корпоративы и банкеты. А с 11 вечера и до 6 утра заведения общепиты и вовсе должны быть закрыты. Власти в очередной раз напоминают о масочном режиме. Проводятся рейды. Нарушителям выписываются штрафы. Молодой человек, вы тоже без маски, почему ехали? Первый раз предупреждение получают пассажиры. Вот. Второй раз уже штраф будет от 1000 до 3000. Транспорт на сегодня, пожалуй, единственное место, где масочный режим худо-бедно соблюдается. И то кондукторам иной раз приходится воевать с упрямыми пассажирами. Масочку, может, оденем? Ты кто? Ты что, ты кто? Ты кондуктор или медсестра? Этот ролик вызвал широкий резонанс, и грубияна все-таки нашли. За отказ надеть маску в автобусе суд назначил пассажиру 2 недели самоизоляции в спецприемнике. Практически невозможное совершают сейчас строители нового инфекционного центра в Стерлитамаке. Проанализировав ситуацию, в правительстве скорректировали сроки. Задача сдать готовый объект стоит 1 декабря, ну а не позднее 5 числа принять первых пациентов. На площадке круглосуточно трудится более 150 человек. Работы ведутся 2 недели. За это время строители организовали подъездные пути к стройплощадке, практически полностью залили фундамент и провели коммуникации. Ну и сейчас начался один из основных этапов – это сборка металлоконструкции. Очень быстро после ковидной эпохи, скажем, она становится многопрофильной. Тут и родильное отделение у нас будет родовспомогательное, и хирургический комплекс, и детский. Поэтому Стерлитамак получит классную, хорошую современную клинику со всем необходимым набором. На сегодня уже заключили контракты на поставку медицинского оборудования на сумму почти 500 000 рублей. Параллельно Ради Хабиров поручил уделить особое внимание подготовке персонала для новой больницы. Очевидно, что после ввода в эксплуатацию медучреждение не будет пустовать. Ведь по прогнозам Роспотребнадзора на спад заболеваемость коронавирусом пойдет не раньше марта следующего года. Артур Мусудинов, Артур Елаев и Владимир Шевчук. Итоги недели. А вот большинство лекарств, преимущественно антибиотиков, которые назначают при лечении ковида, оказалось не найти в аптеках. От безвыходности сотни, тысячи жалоб жители оставляют в соцсетях. На прилавках проблема даже с противовирусными препаратами, лидокаином и водой для инъекций. Исчез куда-то даже ртутный градусник. Подобная ситуация и в других регионах страны. Оказалось, виной тому несовершенство маркировочной системы. Впрочем, ее обещали наладить. Эмиль Басареев разбирался в ситуации. Здравствуйте, а у вас орбидол есть в наличии? Нет. А предзаказ какой-то нужно сделать? Его на фермах нету. И так во многих аптеках не только Уфы, но и других городов республики. А там, где противовирусный препарат есть, то зачастую в виде суспензии и только детский. Взрослого нет, есть аптека аналогичных препаратов. Еще сложнее ситуация с лекарствами, назначаемыми больным коронавирусом. В их числе и антибиотик азитромицин. Врачи прописывают и противотромбозные, разжижающие кровь препараты. Но их на полках практически не сыскать. А ведь в них нуждаются еще и беременные. Моей супруге нужно каждый день делать Телексан. Звонил, узнавал, говорят, нету. Просто случайно заехал узнать, есть или нету. Сказали, есть 2 упаковки. Но без рецепта, без назначения не отдают. Но пришлось ехать домой, взять назначение, приехать, забрать вот последние 2 упаковки. Ну, Колексана, к сожалению, поставщиков нету, да. А вот аналоги его какие-то есть? Ксарелта в таблетках. Колексана, это же у нас, как получается, в уколах идет препарат, а вот Ксарелта препарат как бы в таблетках, то есть заменяемый тоже, как бы врачи назначают, есть, да. А катапарина тоже, да, нету? Нет.
Он есть, вот только на складах, которые забиты коробками, но дальше товар отправиться не может. Причина – неисправность маркировочной системы «Честный знак». На каждую упаковку лекарств при производстве наносят уникальный контрольный знак, который при получении обязательно нужно просканировать дистрибьютором. Однако система выдает ошибки. Но мы не можем получить КИЗы из МДЛП, да, и дальше отправить этот товар в свои аптеки. И по нашим расчетам на неделе 2 минимум задерживается вот этот цикл. Производители не могут отпустить, дистрибьюторы пропустить дальше в аптеке. И дошло до смешного, что нет растворителей лидокаина, воды для инъекций, натрий хлорида, новокаина. На складе сейчас находится 30 тысяч упаковок азитромицина, но отправить его в аптеки, как говорят представители фармкомпании, невозможно из-за некорректной работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Вот конкретно данный препарат на складе находится уже с понедельника. Без сканирования маркированный товар отправлять на реализацию нельзя. В противном случае дистрибьюторам грозит уголовное наказание. На этой неделе ситуация дошла до того, что 2 дня маркировочная система и вовсе не работала. Происходит блокировка продаж по всей стране необходимых лекарственных препаратов. Или же идет некачественная маркировка, приходится сканировать повторно или вносить вручную эти коды. Вот такая проблематика существует. Склад Башфармации также полон лекарств. Сотрудники работают в усиленном режиме, чтобы просканировать каждую упаковку и скорее отправить на прилавки. Спрос на многие позиции заметно вырос, говорят фармацевты. То, что сейчас бытует мнение, что отсутствуют некоторые препараты, вода для инъекций, лидокаин, я вам скажу, на аптечном складе госпредприятия Башфармации имеется и лидокаин, и вода для инъекций. Единственное, что это в связи с ажиотажным спросом очень быстрая уходимость. Но мы постоянно пополняем наши запасы. На проблему работы маркировочной системы внимание обратили главы регионов, направившие обращение к федеральному правительству с просьбой отменить маркировку для жизненно необходимых лекарств в период пандемии. Минздрав Башкортостана подготовил обращение в федеральные ведомства о необходимости доработки программного обеспечения системы «Честный знак» или временном снятии ограничений на оборот немаркированных лекарственных препаратов. В итоге систему в стране временно переведут на уведомительный режим. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки. Псевдодефицит лекарств, сложившийся из-за несовершенства маркировочной системы, будет преодолен. Только вот те, кто скупает упаковки десятками, могут лишить необходимого препарата больного. И тогда ценой ажиотажа станут человеческие жизни. А вот искать исчезнувшие ртутные градусники не стоит. Россия присоединилась к конвенции об отказе с 2020 года использования опасного металла в измерительных приборах. Кто-то находит объявления в интернет-магазинах. Правда, цена там поистине баснословна. Эмиль Басареев, Артур Елаев, Азат Тузбеков и Мунир Вильданов. Итоги недели. Первый минус за окном и снег в Башкортостане отметили массовыми ДТП. Из-за резкого изменения погоды в республике возросло число аварий с механическими повреждениями. Так, в Белорецке в течение получаса один за другим столкнулись сразу 20 автомобилей, в том числе автобусы. Пассажиры едва успели выпрыгнуть из машин. Отмечу, что Минтранс и ГИБДД республики еще неделю назад рекомендовали автомобилистам сменить резину в связи с ночными заморозками и установлением временного снежного покрова. Учитывая, что фактически в нашем регионе установилась зимняя погода, рекомендуем поменять летнюю резину на зимнюю уже сейчас. Как правило, в этот период увеличиваются дорожно-транспортные происшествия с механическими повреждениями несколько раз. Последние 3 дня идет по нарастающей. К примеру, обслуживалось 100 автомобилей, то сейчас порядка 250-270. Чем ниже температура за окном, тем выше градус напряжения в шиномонтажках. Первый снег, по традиции, это день жестянщика. Высокий спрос на переобувку машин, по словам сотрудников, будет еще 2 недели. По прогнозам же синоптиков, в ближайшие дни ожидается понижение температуры. В северных районах республики столбики термометров ночью опустятся до -9. Как говорится, переобувать машину лучше всегда заранее. Потеря нескольких шипов явно обойдется дешевле восстановления автомобиля после ДТП. Пансионат «Моя семья» стал фигурантом уже 2-го уголовного дела. Сначала за ненадлежащее оказание услуг, теперь вот по факту смерти пожилого постояльца, который выпал из окна.
Вероятнее всего, мужчина хотел сбежать. Частное учреждение признали создающим угрозу для жизни. Прокуратура потребовала освободить опасное здание, а стариков расселить. Такое решение вынес Кировский районный суд. Как выяснилось, постояльцы были вынуждены не только лежать на голых кроватях без постельных принадлежностей, так еще и обитали безвылазно в 4 стенах. Прогулки в пансионате не предусмотрены. Репортаж Лилии Курбановой. На этих жутких кадрах видно, насколько отчаялись постояльцы пансионата «Моя семья». 81-летний дедушка и еще один пенсионер сорвались с окна 2-го этажа, пытаясь спуститься вниз на простынях. Бежали, надеялись спастись, словно из тюрьмы, но трагически. Пенсионер погиб. Второй пожилой мужчина получил черепно-мозговую травму. Кадры падения снял случайный очевидец. Дедушка жил у меня в пансионате 2 года. Ничего не происходило, ничего не случалось. Я у него из близких родственников была одна. И так как мы жили раньше на севере, он переехал по старости обратно на землю. Я не могла здесь быть, и смотреть его было некому, поэтому я выбрала для него пансионат. Но, видимо, оказался пансионат очень неудачный. За последние пару недель это уже 2-я смерть в пансионате. Здравствуйте. А как можете прокомментировать, вот у вас пациент скончался? Постоялец. Где, как тут? Кадры 2-недельной давности. Дверь сотрудник захлопнула, даже не приняв пакет у посетителя. Несколько дней пыталась попасть к родственнику и Ольга Думинова. К свекру, по словам женщины, не пускали. Когда, наконец, назначили встречу, родственников оповестили о смерти дедушки. Мы ждем результаты экспертизы о времени смерти нашего дедушки. То есть точное время они не могут пока сказать, да? Они сказали в час. То, что дедушка у нас умер в час, но в ритуальной службе сказали, что у него достаточно сильные трупные пятна, что по сведению пенсионата они не сходятся. Поэтому мы сейчас не можем ничего утверждать, но ждем экспертизы. То есть, по всей видимости, могло произойти такое, что он умер еще несколько дней назад, да? Не могло произойти такое. Тревогу родственники погибшего забили после залитых в сеть шокирующих фотографий истощенных стариков на голых кроватях. Кадры сделала девушка, которая устроилась на работу в частный пансионат. Хватило ее всего на 2 дня. Там есть управляющая Земфира Исмагиловна. Она распускает руки. Там есть одна бабушка, она дает ей пощечину, она ругается матом. Там, получается, в женской палате вообще 4 кровати. Без постельного белья, без ничего. А человек их 6. Тут 5 человек, их матрас есть только у одного, везде весь разорванный. Так выглядела мужская палата. А вот в эту комнату съемочную группу тогда не пустили. Для сотрудников прокуратуры и журналистов руководство клиники устроило экскурсию на 1-м этаже. На 2-м ярусе здания, откуда избегали пенсионеры, комнаты были закрыты на ключ. Там кто-то ходит. А мы можем в эту палату зайти? Нет. Отсюда стучались только что. Да, оттуда стучались только что. Вы директора спрашиваете. Директор вам сказал, уходим. Это не обсуждается. Ну а в чем проблема, если вам нечего скрывать? Я сказал, это не обсуждается. Покиньте, пожалуйста, территорию. Учреждение «Моя семья» стало фигурантом уже 2-го уголовного дела. Между тем, на основании заявления прокуратуры Кировский районный суд приостановил деятельность пансионата в поселке 8 марта. Было установлено, что уфимец в поселке 8 марта арендовал частный жилой коттедж, в котором оказывал услуги престарелым гражданам по их содержанию. С выходом на место прокуроры установили, что деятельность данной компании осуществлялась с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. На место также выезжали судебные приставы. Они приостановили эксплуатацию здания. Постояльцев забрали родственники. Тем, у кого не нашлось близких, выделили временное жилье. В учреждении находилось более 20 пожилых людей. На территории Уфы и Уфимского района 2 пансионата этой частной сети. 2-й в Зубово пока продолжает функционировать. На сайте реклама. Обещают профессиональный уход и круглосуточный присмотр. А еще фото просторных номеров, уровень не ниже люкса. На деле в здании под Уфой не была соблюдена даже пожарная безопасность. Так что еще повезло, что никто не сгорел в этом аду. Лилия Курбанова, Радмир Азнабаев. Итоги недели.
Льготное ипотечное кредитование под 6,5% продлят до 1 июля 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Изначально программа была рассчитана до ноября текущего года. Но, как отметил глава правительства, проект хорошо себя показал и помог многим семьям улучшить свои жилищные условия, при этом существенно поддержав строительную отрасль. Однако из-за такого ажиотажа на новое жилье застройщики начали поднимать цены. Тем продолжит Динара Таймасханова. Получается, 3-й подъезд у нас будет, 15-й этаж, балкон с этой стороны и одно окно, да? Да. Прогулки во дворе собственного двора пока только в онлайн-режиме. Вали Ахметовой каждый день следят за стройкой через монитор компьютера. Переехать не терпятся, но сдача многоэтажки только в 2022 году. Временно молодой семье жилплощадь предоставили родители. У 12-летнего Максима отдельной комнаты пока нет. Я хочу переехать в новый дом, чтобы у меня была своя комната, я мог играть, и чтобы меня не ругали родители, потому что я громко играю. О льготной ипотеке в 6,5% годовых узнали от знакомых. Большую часть первоначального взноса оплатили материнским капиталом. Хотя полгода назад Ольга и Ренат не мечтали о собственных квадратных метрах. Ставка в 9%, как у нас подружка взяла, была очень такая огромная. Платеж был бы около 26, да, что-то такое. Ну, как бы, учитывая, что 26 ипотека плюс коммунальные услуги, это выходили бы все 30 с лишним, мы бы, пока я в декрете, не потянули. Изначально программа льготного кредитования действовала до 1 ноября, но высокая востребованность среди желающих купить квартиру определила дальнейшую судьбу ипотеки. Михаил Мишустин на заседании Кабмина сообщил о продлении срока субсидирования до 1 июля 2021 года. Однако эксперты отметили, что минусы у программы все же есть. Застройщики подняли цены на жилье. Если посмотреть статистику по вводимому жилью, то была просадка в июне-августе. Сейчас в августе-сентябре объемы восстановились, и, в принципе, вводимое жилье вот за 9 месяцев рост составляет 18%. Рост цен сейчас вполне вероятно должен притормозиться с учетом того, что объемы вводимого жилья растут. В июле этого года в республике было выдано 6 миллиардов ипотечных займов, а в августе уже 9. Для привлечения клиентов финансовые учреждения снижают существующую ставку. Кстати, по льготной ипотеке можно купить и готовую квартиру с условием, что договор заключат между собой застройщик и физическое лицо. В целом, еще раз подчеркну, льготная ипотека – это благо. Я считаю, что надо думать и о дальнейшем снижении ставок, так как это не только благо для людей, но это и создает экономические плюсы. Строительная отрасль, которая за счет этого развивается, она дает работу многим другим отраслям и, соответственно, тем же людям, которые, собственно, эту ипотеку берут и улучшают свои жилищные условия. 15-й этаж Вали Ахметовой выбрали не случайно. Мечтали о красивом виде из окна на город. Сначала думали сделать перепланировку в квартире, но пока жилье в ипотеке, этого делать нельзя. Зато цвет обоев для собственной двушки почти подобрали. Да, про цвет обоев мы уже думали. В светлых тонах будет квартира. Кухню хочется в стиле лофт сделать, но пока муж против. Еще есть год, чтобы его уговорить. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Азат Тузбеков. Итоги недели. Сырья Шихана Куштау для башкирской содовой компании по предварительным данным будет достаточно до 2040 года. Об этом стало известно во время встречи главы республики с руководством БСК. Сейчас рабочие уже преодолели 15-метровый рубеж под водой, чтобы уйти еще ниже. Самое главное, рабочие места сохранятся. И даже больше руководство повысит зарплаты на 12%. К тому же сотрудникам компенсируют расходы на приобретение жилья. Все это удастся осуществить за счет сэкономленных средств от закрытия торгового дома БСК в Москве, на который ежегодно тратили около 1,5 миллиарда рублей. Ради Хабиров также встретился с профсоюзом БСК. Работники интересовались, какова дальнейшая судьба предприятия на фоне текущего судебного процесса. Ведь по иску прокуратуры акции должны перейти в собственность Российской Федерации. Подчеркиваю, наше положение республики в этой части только упрочится. И пакет будет существенный. То есть мы будем управлять предприятием. После этого я уже, собственно, поставил задачу вашему руководству на две вещи обратить внимание. Это первое, это, конечно, модернизация производства. И второе, это экологические проблемы.
После судебных процедур особое внимание переключат на модернизацию производства и экологической политики. Отчасти решение последнего вопроса уже есть. Те отходы, которые сейчас сливаются в так называемые белые моря, можно перерабатывать в реагенты для посыпки дорог. Но нужен республиканский заказ. Кроме того, на предприятии намерены возобновить производство стиральных порошков под уже известными брендами «Зефа» и «Коль и Луч». Глава республики обещал оказать поддержку, но предупредил, товар должен быть конкурентоспособным по цене и качеству. Ну и в продолжение темы экономики Ради Хабиров заявил о том, что республике нужно формировать промышленный патриотизм, налаживать горизонтальные связи, когда сами же потребляем свою продукцию. Вот и импортозамещение, и поддержка отечественного производителя. Как результат, деньги остаются внутри республики. Почти 97% составил индекс промышленного производства в Башкортостане. И это несмотря на пандемию. Точки роста 5 технопарков и 10 индустриальных парков. В скором времени появится еще 800 рабочих мест. Экономика слезает с нефтяной иглы. Все подробности у Руслана Батыргареева. В то время как вся страна уходила на самоизоляцию, люди боялись остаться без работы, Владик Галиев, наоборот, ее нашел. Предприятию «Медсталь-Конструкция» срочно требовались дополнительные руки. 200 человек для сборки рециркуляторов воздуха. Установка проводов, циркулей, установка ламп, проверка качества, то есть работоспособность и сборка, и отдача на упаковку. Это то самое оборудование, которое помогает обеззараживать воздух в помещениях. В связи с пандемией спрос на продукцию вырос в разы. Если раньше в месяц здесь производили около 300 рециркуляторов, теперь только за день выпускают до 3000 штук. На сегодняшний день рециркуляторы поставляются, я думаю, во все регионы нашей страны. И потребителями являются не только больницы, но и частные компании в сфере питания, в сфере отдыха, в сфере фитнеса. То есть полностью наша разработка от идеи до схемотехники, до реализации. Если в первом случае предприятию пришлось в разы увеличить выпуск рециркуляторов, то здесь во время пандемии наладили производство нового вида продукции. Этот прибор нужен для анализа мочи. То есть он выдает анализ по 11 параметрам. Значит, прибор ручной. Выдает он с внешним инкубированием 350 анализов, полосочек анализов в час. То есть скорострельность у него очень большая. Диверсификация производства, то есть освоение новых видов продукции, выход на дополнительные рынки сбыта. Это один из ключевых аспектов в успешном развитии промышленности Башкортостана. Но выпущенные на наших предприятиях товары должны прежде всего находить конечного потребителя внутри региона. Об этом во время оперативного совещания в начале недели сказал Ради Хабиров. У нас была безобразная ситуация с тем, что мы практически не покупали наше свое. И наши предприятия, которые производят продукцию, которая очень востребована здесь и предприятиями, и государством, в результате бегали по всей России и пытались кому-то его продать. Это неправильно. А вот инвесторы, которые еще только начали строить крупное швейное производство в Ишимбае, планируют работать по правильным принципам. Использовать только отечественные ткани, преимущественно выпущенные в Башкортостане. На территории особой экономической зоны Алга бизнесмены намерены создать современную фабрику по пошиву защитной спецодежды. Размер инвестиций – 680 миллионов рублей. Основная помощь, неоценимая, я бы сказал, помощь была от администрации, непосредственно от республики при подготовке бизнес-плана, а также при подготовке разрешительной документации, при выдаче разрешительной документации. В качестве мер поддержки резидентам особой экономической зоны Алга Башкортостан должен построить инженерную, транспортную, социальную и прочую инфраструктуру. Также для инвесторов действуют льготы по налогам, направленным в региональный и местный бюджет. Для развития наших производств, активизации инвестиционной деятельности у нас сформирована инфраструктура поддержки нашей промышленности. Создано 5 территорий опережающего развития, зарегистрировано 10 индустриальных парков, 5 технопарков, зафункционировала особая экономическая зона. Диверсификация производства и привлечение инвестиций позволяет экономике региона все меньше зависеть от цен на черное золото и объемов его переработки. Даже в условиях пандемии действия соглашения по снижению добычи нефти странами ОПЕК Башкортостану удалось показать неплохие результаты. Индекс промышленного производства составил 96,5%. Но к концу года Минпром обещает, что эта цифра все же перевалит за 100.
Руслан Батыргареев, Станислав Птица, Булат Садриев, Иван Шабрин. Итоги недели. Уфа, Ишимбай. Неизвестные исторические факты о Великой Отечественной войне обсуждали на этой неделе на международной конференции «Вклад Башкортостана в Великую Победу». Форум должен был пройти еще весной, но его перенесли на осень в связи с пандемией коронавируса. В итоге получилось некое подведение итогов года. О самых интересных заявлениях и фактах, с которых сняли гриф секретности, в материале Екатерины Тимиряевой. Африка де лас Эйрос и Вера Павлова. Они готовились здесь, направлены были в отряд Героя Советского Союза Медведева и обеспечили радиосвязью Героя Советского Союза знаменитого советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Теме башкирского следа Коминтерна, Центра подготовки разведчиков для службы за рубежом, на форуме посвятили отдельную экспозицию. С десятков документов сняли гриф «Секретно». Ученые их проанализировали и представили для обсуждения. В 1941-1943 годах исполком организации эвакуировали в Уфу. Интернационалистов поселили в гостинице «Башкирия», а в селе Кушнаренково была открыта секретная спецшкола для разведчиков. На этой странице истории все меньше тайн. В период Великой Отечественной войны преподаватели и курсанты спецшкол Коминтерна и НКВД получили высокое звание Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации за специальные операции. Например, о 35 разведчиках-нелегалах сегодня известно. О них книгу написал Сергей Брилев, известный тележурналист, о спецоперации, которая осуществляла спецслужбами Советского Союза совместно с британской службой специальных операций. В годы Великой Отечественной войны на фронт отправлялись 20 кавалерийских дивизий, которые формировались национальными республиками страны. Одна из самых легендарных – Башкавдивизия. По мнению специалистов Калмыкии, которые также изучили рассекреченные архивы, роль кавдивизий недооценена. Военачальники считали их устаревшим родом войск, поэтому выбрали курс на их сокращение в первые годы войны. Однако это совершенно было нелогично, поскольку концентрация этих людей в национальных кавалерийских соединениях как раз заключалась в том, чтобы использовать их как национальные, чтобы им было проще управлять, им было проще обучить и вести в бой именно их национальному командному составу. Также рассекречены новые данные об эвакуации промышленных предприятий на Урал. В годы войны сообщалось, что передислоцированы 445 предприятий, в 60-е годы – 667, а вот по последним данным не менее 830. И это, по мнению многих историков, не окончательные цифры. Еще много секретности сохраняется. Это не последняя цифра, и она, думаю, что будет расти. Будет расти, потому что вот тот мощный военно-промышленный комплекс, аналога которого не было в мире, который был создан за кратчайший период, вот это конец 41-го, начало 42-го, ну, он, конечно, имеет более мощный фундамент, и еще предприятия, которые засекречены, они будут рассекречены, цифра увеличится. Малоизвестный и трагичный факт о нехватке хлеба в годы войны как в тылу, так и на полях боев. В 1942 году план по уборке урожая в Башкортостане выполнили только на 27%, и это вызвало незамедлительную реакцию. В республику прибыло руководство ЦК КПСС из Москвы, которое потребовало устранить проблему и наладить отгрузку продовольствия в Ленинград и Южный фронт. Примечательно, что прокуратура республики не стала принимать жестких мер к председателям колхозов, а проявила, как говорят историки, либеральный подход. Пришлось приехать Микояну, а он был бог и царь в плане обеспечения продовольствием не только населения, армии. Все, что касалось обеспечения продовольственного, фуражного, все лежало на нем. Поэтому приезд такого человека, такого уровня, ранга сюда, в Уфу, он означал, что дело неблагополучно обстоит. Форум «Вклад Башкортостана в Великую Победу» приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ее участниками стали 30 специалистов, которые прибыли в Уфу, а также десятки удаленно в режиме видеоконференц-связи. Очень представлен, потому что у нас есть докладчики из Москвы, Петербурга, Симферополя, Калининграда, Екатеринбурга, Казани. Тема очень большая. Организаторы форума отметили, что все материалы будут опубликованы в открытом доступе, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с ними. Специалисты уверены, подлинная история способна научить человека, каких ошибок никогда не стоит совершать. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Виктор Миренков. Итоги недели.
Ну и напоследок трогательная история, где нужна наша с вами помощь. В Уфимской Зеленой роще пес ждет возвращения умершего хозяина. Горожане уже прозвали собаку Хатика. Животное вот уже 2 года обитает под окнами многоэтажки. По словам местных, когда-то в этом доме жил пожилой мужчина. Ему и принадлежал пес. О собачьей верности и невероятно грустных глазах, наполненных испугом и в то же время верой в добрых людей. В материале Анастасии Чебаевой. Собака преданная, понимаете? Меня он тоже любит, но его он вообще, он без него жить не может. Потому что без него не получилось бы, и будто чувствуя это, Джульбарс все сильнее прижимается к Ильдару. Подойти к собаке у нас получилось лишь после того, как мужчине удалось договориться с псом. Он не подпускает к себе чужих. Новые знакомства потом долго напоминают о себе. Рваными ранами или сломанной лапой. Джульбарс поселился в этом дворе 2 года назад. Местные прозвали пса уфимским Хатика. И как в случае с его японским сородичем, хозяина он уже никогда не дождется. Ну, хозяин, говорят, умер, а квартиру продали, сыновья собаку не оставили, на улице выгнали. И вот она с Нового года здесь, по этой улице, по Батырской. И все люди его кормят. Но именно к Ильдару Губайдуллину Джульбарс привязался больше всего. Мужчина живет в том же подъезде, возле которого поселился пес. Он встречает его утром и провожает на работу. Ильдар работает охранником в соседнем квартале. А все время, пока он трудится, Джульбарс дожидается его на улице. Такая преданность, наверное, благодарность за то, что мужчина не раз его выхаживал и спасал жизнь. Недавно собака пропала, неделю ее никто не видел. Мы думали, что он умер. А потом мне звонит Альфия, хочешь, я тебе хорошую новость скажу? Какую новость? Собака пришла сюда наша. Я, знаете, я от радости что делать. Я подбежала сюда, смотрю, он правда лежит здесь уже. Кто-то избил его очень сильно, раны были. Я его тут мазь брала. Девчонки мне давали все 4 лапы избиты были. Встать на ноги, или точнее лапы, пес смог лишь частично. В ветеринарной клинике диагностировали перелом, но из-за загноения наложить гипс не смогли, рассказывает Ильдар. Собаку лечили от инфекции. Сейчас вновь требуется показать животное врачу. В его жизни хватает и тех, кто причинил ему боль, и тех, кто дает шанс выжить. Это мы мешаем, все в обязательном порядке. Да. Это ему хватит на 2 дня. Подкармливают пса всем домом, но вот приютить собаку никто не может. Даже Ильдар, который сам к нему привязался. В таком состоянии боится мужчина, пес просто может не пережить зиму. Первое, на что обращаешь внимание, это испуганные черные глаза. Но несмотря на недоверие к людям, после того, как Джульбарс понимает, что опасность не угрожает, он спокойно идет на контакт. Сейчас собаку забрали на временную передержку, но долго волонтеры не смогут держать пса. Оказать помощь или забрать Джульбарса можно, позвонив по телефону, указанному на ваших экранах. Он умеет быть по-настоящему преданным. Вот только бы нашелся тот, кому была бы нужна эта преданность. Хорошая собака, но да. Отдать бы хорошие руки, добрые. Может, найдутся хорошие люди, которые заберут его. Так-то мы его кормим, да, ну пусть где-то дома живет. Анастасия Чебаева, Булат Садриев. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной «Феномен Цоя». Оставайтесь на канале БСТ.